Как вы думаете, тяжело ли быть мамой? Столько всего нужно знать, столько всего нужно уметь, а главное – оставаться красивой и доброй. Вот такая вот задача. Конкурс красоты и талантов для мам, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, проводится уже в 6-й раз. Идейный вдохновитель этого творческого соревнования Гульшат Ахатовна Ибрагимова, председатель Совета матерей «Материнское сердце». Гульшат Ахатовна, расскажите про особенности конкурса Гузель-Кей. Особенности конкурса Гузель-Кей – это в том, что здесь нет проигравших, тут все победители. И тут все мамы, которые такие особенные, самые лучшие, которые показали себя с лучшей стороны в этой жизни. И они вот в этом и особенность есть. И у них огромная группа поддержки. И они то, что прошли, не побоялись выйти на сцену, после того, как они пережили. Вот в этом и, наверное, особенность. И то, что они самые красивые, самые сильные. В этом и особенность от других конкурсов, так ведь? Один из этапов конкурса Гузель-Кей – это домашнее задание «Ашьялок» – презентация национального блюда. Уверен, что каждая мама не один час простояла у плиты. Ведь чтобы приготовить такое количество лакомств, нужно быть высококлассной хозяйкой. Каждая участница постаралась показать не только, чем балует свою семью, но и традиции родного района. Вот задачка у жюри, ведь все это надо разглядеть и попробовать. Здравствуйте. Расскажите про свой богатый стол. Этот стол мы сами готовили. У нас, как можно сказать, все халяльное. Урама, медовый торт сами все испекли, пироги из калины, пирожки. А особенно у нас этот козылык. Ильяс, а какое твое любимое блюдо, которое готовит твоя мама? Это блины, и она готовит торты, пирожки. Особенно мне нравится, как она готовит курники. А что она готовит чаще всего? Чаще всего она готовит блины. А почему вы решили участвовать в этом конкурсе? Мы в этом конкурсе участвуем первый раз. Хотели посмотреть, сможем ли мы. Конечно, все получится, ведь на конкурсе такая атмосфера тепла и уюта. Хоть это и соревнования, но все настроены максимально дружелюбно. Мамочки приехали со своими семьями, поддержка важна на любом конкурсе. Так давайте поддержим участниц, ведь многие из них впервые на большой сцене. Мы рады приветствовать вас на 6-м республиканском конкурсе красоты и таланта Гузель-Кей. Для детей дороже мамы нет никого. И она любит нас не за что-то, а просто так. Для каждого человека его мама самая лучшая. Мама всегда поймет и поможет. Независимо, какая будет ситуация, неважно, прав ты или нет, мама всегда будет на твоей стороне. Согласитесь? Мама. Эсей, они, умми. На разных языках это слово звучит по-разному, но произносим мы его всегда одинаково, нежно. Участницы конкурса Гузель-Кей – это неизвестные артистки или видные деятели искусства. Они профессиональные мамы, знают, как поддержать, внимательно выслушать, вкусно накормить и горячо обнять. Но мне кажется, мамы знают все. Поэтому знание о том, как победить, тоже есть у них в арсенале. Первый конкурс «Визитная карточка». И сейчас под ваши бурные аплодисменты мы приглашаем главных участниц праздничной программы самых смелых, очаровательных и прекрасных мам, которые согласились сегодня принять участие в нашем конкурсе Гузель-Кей 2023. Говорят, что ангелы пропали и на свете больше не живут, а у них лишь крылышки отпали, и теперь их мамами зовут. Не ангел я, крылья не имею, я земная женщина с душой. И живу так просто, как умею, и Господь, судья, лишь надо мной. Как ты и твоя мама готовились к этому конкурсу? Сначала моя мама узнала о самом конкурсе и спросила, могу ли я ей помочь. Мы в итоге решили вместе выступить на сцене, но для этого нужен был сценарий. Мы долго думали, как его сделать. В итоге нам помогла моя сестра Алина. Ильяс, как ты думаешь, какое место вы займете? Я думаю, что мы займем первое либо второе место. Мы очень долго готовились, очень много репетировали, и мы уже были готовы к сцене. Я уже знал, как приспособиться к всему, как правильно высказывать, а мама все еще боялась, и я ей решил помочь, что не надо бояться сцены,
То, что представь, что зрителей нету, и ты просто говоришь залу, говоришь мне эти слова. Minен bir oğlan var, әлеге күнде эшләп йөри. Икесе тәрбиягә алган кызым Земфира. Ул бәләкәйдән музыка һөнәрен яратты, йырларга, биергә оста. Бәхетле гаилә дип саныйм үземне, бәхетле әсәй дип уйлыйм. Эльвира Фарвазовна, Самира, как вы думаете, зачем придумали этот конкурс? Вот когда нам первый раз позвонили, сказали, что вы будете обязательно участвовать в этом конкурсе, мы растерялись, не знали, что делать, как себя вести, как вести презентацию, какую музыку настроить, что петь, что делать. Но в итоге за день мы все это сделали, сразу песни выучили. Думаю, что мы выступили на ура. Такие мероприятия должны быть всегда для наших особенных детей. Я сама приемная мама вот такого особенного ребенка. Мы очень рады, что сюда попали. Спасибо. Спасибо. Башкорт кадамин, тимәк, хый менән өстәл тулыр, хатта кышын кар өстендә, каданым кайнап торыр. Башкорт кадамин, тимәк, йырлармын башкорт көйем, башкорт рухына, теленә, тулылар минең өем. Как вы готовились к конкурсу? Я как-то даже не готовилась, потому что уже традиционно семейные конкурсы мы всегда участвуем, поэтому мы, когда нам говорят участвовать, мы сразу с удовольствием всей семьей, поддержка моя большая семья, они сразу хотят со мной участвовать, и поэтому мы легко нам готовиться и быстро получается. Мама 3 детей, бабушка 4 внуков. А самое главное, я многодетная мама тысячи своих выпускников. Рая Тагировна, здравствуйте. Здравствуйте. Почему вы решили участвовать в этом конкурсе? Ну, мне кажется, давно пора было, потому что, когда я 40 лет работала в школе, у меня времени мало было. А сейчас я пенсионерка, я должна была показать свою дочку, которой ей уже 25 лет. Она хорошо танцует. Вот я мечтала, и моя мечта осуществилась. Вообще она мечтала, не только я. Вот как раз. Вот причина такая. Предложили, согласились. Мы разве учителя можем отказаться? Сәлам биреп сәлам алу менән, сит менән дә туган булаһың. Алык араларды якынайта. Эй, халкымдың, башкортымдың матур юлаһы. Мин республикабыздың иң матур төбәкләренең береннән саналган Әбиялил районы Калмаш авылынан Сабиля Харискова Нигматуллина булам. Сабиля Харисовна, поделитесь секретом, как воспитывать детей с особенностями в здоровье. Никаких секретов у меня нет. Это, конечно, в первую очередь нужна любовь. Если ребенка любишь, конечно, для него все сделаешь. Ну, во-вторых, нужно, конечно, внимание и медицинское нужно вмешательство. Заботиться нужно, чтобы ребенок знал, что он не один, что его любят, что о нем заботятся. Мне кажется, вот это самые две причины. Мин бит татар кызы, гашык мин җырга биюгә. Бер тирилеп китәм, эй айгөл, бие әле бер тиюгә. Әткәм канат куйган, алар биргән моңлы телемдә. Өйрәттеләр алар яратырга һәм сакларга туган телемне. Үз әнкәм белән без гел бергә, һәрбер эштә үрнәк бул. Бирә һәрчак асыл киңәшләрен, балам, дөрү, сабыр, тыйнак бул. Ирина Равильевна, сложно ли оценивать участников? Очень сложно, просто безумно сложно. Всем хочется поставить только 5, потому что знаю, насколько сложно готовиться к конкурсу. Шесть мам, 6 команд, 6 районов нашего Башкортостана заявлены на конкурсе красоты и таланта Гузель Кей. Им предстоит сразиться в 5 номинациях: визитка, творческий номер, выставка прикладного искусства, презентация национального блюда, этнодефиле. Кто наберет максимальное количество баллов, станет обладателем самого желанного титула Гран-при. Там далеко, далеко, в тихом городе
посреди земли одна в темной комнате. О спасении моем Богу молится. Полуночная моя богомолица, об одном она молит: храни, Господи. И всю ночь во мне горят свечи восковые, чтобы веру и любовь потерявшая свет нашла душа моя, заблудавшая. Мама, мама, ты одна, и вы даже не разлюбишь в мире этом и другом. Ты всегда со мной будешь, я одной к тебе иду, сердце раненое. Мама, мама, ты моя стена каменная. Мама, мама, ты моя стена каменная. Рамзан, расскажи мне про этот конкурс. Но, конечно, меня сюда пригласили в качестве звезды. Я пою 2 песни здесь. Первая песня про маму, богомолица. Вторая про родину, моя Россия. И это очень классно, супер, просто супер клево. Я сюда попала как звезда. Рамзан, ты бы хотел участвовать в этом конкурсе? Но этот конкурс, наверное, конечно, для мам, но я бы с удовольствием поддержала свою маму, если бы она бы захотела здесь участвовать. Сіздің қарамаққа жөре, қазылық ап келдім. Дәмләп қарағыз, қазылық қырыйна тейкмәк пішірдім. Қазылықны тейкмәкке түріп ашасаң, бик дәмле була. Так, пока жюри пробуют, оценивают. Башкирия исключительной теплотой относились к гостям. И к званым, и незваным они были рады. У нас вот создали блюдо, бишбармак. Это для никаха. Специально приготовили для жюри. Так, блюдо из Кигинского района направляется в сторону жюри. Встречайте участницу под номером 3 Абдулина Рашида Бикьяновна, Уфа. Башкортомдың милли ризыгы, кунаксыллык һәм хөрмәт билдәһе ул бәлеш. Хужабикә йөден нурлай, табынды зурлай бәлеш. Өйрәтәмен кызымала, бындай һөнәр, өлешкә төшкән көмеш. Рәхмәт. Вот мы сегодня тоже приготовили национальное блюдо, называется габадия. Она у нас главный повар, а я помощница. Я надеюсь, что жюри тоже понравится. И приезжайте к нам. Hürmetli jüri ағзалары, тырышып һеҙгә беҙ итле ассорти әҙерләп алып килдек. Һеҙҙең иғтибарға, һеҙҙең тәмегеҙгә тәм итеп ҡараһығыҙ хәҙер. Һеҙгә тәҡдим итәм йәшлесә менән. Рәхим итеп ауыҙ итерһегеҙ. Әбейҙәлә әкелдәрҙең ризығын ауыҙ итәйек. Рәхмәт. Безнең гаиләдә буыннан-буынға кереп килгән милли ризыгыбыз фигуралы урама. Минем ҡарт әнием белән ҡарт әтием сугыш ветераннары. Дөньяның ашысын, төшөсөн күргән кешеләр. Менә урама серләрен пешереүен өйрәтте миңарга. Дур рәхмәт. Самая лучшая работа на свете – это работа жюри. По каким критериям вы оценивали участниц? Вообще было несколько номинаций, получается, несколько конкурсов, всего 6 участниц, и номинации были разные. Это было и дефиле, и кулинарный номер, нужно было приготовить блюдо, и это был творческий номер, была визитка, было прикладное искусство. Получается, номинации были разные.
а я оценивала больше, исходя из того, что откликалось у меня в душе. Следующий наш конкурс творческий. Наступает минута славы для наших конкурсанток. Тушым белән йөрер идем балам, бу дөньяда барыр юлымны. Синең өчен балам, дуга кылып, Ходаема сузам кулымны. Син авырсаң, балам, мин авырыйм. Син тересәң, мин дә тереләм. Син кайгырсаң, балам, мин дә кайгырам. Син сөйсәң, мин дә сөенәм. Без бәйләнгән җипләр өзелми шул. Киселсә дә кендек җипләре, үсеп җитсәң дә син кызым диеп торакланып бәгыр итләре. Мин җитәкләп йөрткән чагым балам, калды инде ерак-еракта. Язмыш сине җитәкләсен, шул дугамны йөртәм йөрәктән. Спасибо. Меня не пугают ни волны, ни ветер. Плыву я к единственной маме на свете. Плыву я сквозь волны и ветер к единственной маме на свете. Плыву я сквозь волны и ветер к единственной маме на свете. Мин Гүзәлкәй конкурсына килдем, әсәгә ярдәм итешергә. Өйдән бит бәлеш пешереп килдек, иҗади конкурсына килен һөю юлаһын күрһәттек, мин килен булдым. Был конкурстар бик кәрәк, сөнки гаиләне дуслаштыра. Йөҙең айдай ҡояш кеүек балҡып торһон, айдай янып торһон, киленкәй. Бәхетле бул, киленкәйем. Мөхәббәтле бул. Амин, амин. Дүлле бул, дүлле бул. Уллы бул, уллы бул. Вы приехали поддержать семью Абдулиных. Расскажите про свой номер. Без Архангель районы Убалар дигән авылдан килен һөюе йолаһын күрәтергә килдек Абдуллиндар гаиләһенә. Бергәләшеп, ярдәмлашып йөреп ятабыз әлеге көндә. Безнең җитәкчеләребез юк, үз алдыбызга эшләйбез, шулай итеп. Бүгенге көндә лә югырышып, йыелышып килеп ятырга тырыштык. Мое окружение задает вопрос: а какая вы, Раида Тагировна? Я им отвечаю такими строчками. Меня считает очень смелой, что я ничего не боюсь. Если есть какая цель, я все равно цели добьюсь. А меня считает очень смелой, что стоит лишь захотеть, ношу даже непосильную я могу легко преодолеть. Раз мы с дочкой единые целые, она сейчас вам танцует. Меңәрләгән авыл күленән, ул терелеп кабат атылып сыккан, бишектәге сабый теленән. Ата-бабаларның аманатты, тере рухы, башкорт теле ул. Халкыбызның алтын хазинаһы, милләтемнең бөтмәс түле ул. Әсә өмір буе сахнада эшләгән кеше, шул сахнага беренче тапкыр гына сыкмай инде. Шуңа уйлыйм, әсәйдән насар уйлары сахнада булмас.
именно аман сахнаға шығып, татылып, сығы шағып, қайтып кетербіз деп ойлаймын. Вот самый ответственный момент. Жюри совещаются совсем немного, и мы узнаем, кто же стал победительницей в конкурсе красоты и таланта для мам, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья Гюзель Кей 2023. Идут ожесточенные споры, ведь каждая мама лучше. Кому же отдать победу? Ох, как сложно. Хорошо, что мне не нужно выбирать. А сейчас переходим к церемонии награждения. Айгуль Зайнетдинова, мисс Грация, и ваши бурные аплодисменты. Номер 6, Чикмагуш. Аплодируем громче, друзья. Айгуль Фатисовна, я вас поздравляю, что вы победили в номинации «Мисс Грация». Вы хотели именно эту номинацию или какую-либо другую? Все номинации по-своему уникальны. Я очень рада, что мне вручили «Мисс Грация». Почему вы приняли участие именно в этом конкурсе? Я, как представитель мамы ребенка ограниченной возможностью здоровья, я обязана была выступить, показать, что мы творческая семья. Готовы объявить номинацию «Очарование» Миляуша Габбасова. Ишбулякский район. И мы готовы объявить номинацию «Стиль». В этой номинации победу одерживает Эльвира Шакирова. Эльвира Шакирова, победитель номинации «Мисс Стиль». Мы готовы объявить номинацию «Мисс Артистизм». В этой номинации победу одерживают Абдулина Рашида, Алташтар. Готовы объявить номинацию «Элегантность». В этой номинации победу одерживает Рахимьянова Рая, мисс Элегантность. И мы готовы объявить гран-при. Итак, гран-при 6-го конкурса красоты и таланта среди самых умных, красивых женщин Республики Башкортостан награждается Нигматуллина Сабиля Харисовна. Ура! Сабиля ханым гран-при. Алкаштарды ерлемеге не жалейте бурных аплодисментов, друзья. Поаплодируем, друзья.
В очередной раз мы убедились, что нет никого круче мам. Как все это им удается? Даже не понимаю. И все это без волшебства. Чудеса, да и только.